скажу, что мы обычная районная общеобразовательная школа, где учатся дети с 6 лет, если их родители в 6 привели. Ну, как правило, в 7 приводят лет. Урматтуу китепканачылар, бүгүн болсо Ихвенский гимназия мектебине келдик. Бул Тайлин шаарында четинде жайгашкан мектеп. Бул чакан мектеп экен. Бул жерде 3000ге жакын бала окуйт. Андан тышкары азыр китепкананы көрсөтүп, китепкана жөнүндө кичине болсо да көрсөтүп берейин деп чечтим. Чертила. Вообще с детьми как бы по линейке мы все чертим как надо. Показываю и первоклассникам, как работать по линейке. Тоже все очень удобно. Ну да, и видно, Да, наверное, все лучше. видно. Сейчас я поставлю хорошо. Вот все видно, удобно, как что делать. Это просто незаменимая вещь. Плюс на дистанции. Да. Сразу на компьютер выводится у ребят. Я пишу у себя в тетрадке, а дети пишут у себя. У нас есть ребенок, который не может двигаться, ему нужно спускаться с помощью вот этих. Добрый день. Вот. И вот у нас здесь ребята едят. Кстати, это наши ребята оформляли, да, вот Дети сами? дизайн, да, дети. У нас же есть такое ученическое правление, да, это старшеклассники. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр атайын мектепке келдик. Мектептеги китепкана жөнүндө кыскача интервью болот. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что выделили время. Наш блог называется, если на русский перевести, блог библиотекаря. Китепканачым блогу, так называется на ютубе. Мы хотели вас спросить, поделитесь опытом, что, как делаете, как ваша работа ведется. И хотел, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Елена Александровна. Мы находимся в Эстонии. Так у нас в Эстонии есть и русские, и эстонские школы. Наша школа русскоговорящая, но также мы изучаем эстонский, французский, английский язык. В нашей школе библиотека переведена в электронный вид. У каждого ребенка имеется своя карточка электронная. Она вносится в компьютер. Когда ребенок подходит, он называет свою фамилию, я набираю, и открывается его формулярчик, на который мы заносим все книжки. Каждую книжечку, чтобы возможно было вносить, мы присваиваем штрих-код книжечки. Он выглядит вот так, в электронном виде. То есть при получении новой книжечки я сюда заклеиваю. Здесь написана наша школа, как она поставлена, кто написал книгу, как книга называется. При сдаче книжки ребенок открывает штрих-код, я вот так снимаю его, вот, и снимается книжечка, и ребенок сдал. Каждая книжечка не теряется, также и учебники у нас не теряются, потому что индивидуальный код, и ребенок при получении знает, что эта книжечка лично его, даже если он ее потерял, то есть мне ее приносят, я открываю компьютер, смотрю, кто потерял, нахожу ребенка, возвращаю. А если потерял, допустим? Если совсем потерял, то ребенок возмещает такую же книжку или похожую. Например, если это Лев Толстой «Война и мир», он идет, покупает ее, и обратно сдает. То есть пени деньгами мы не берем, как это было в советское время. В крайнем случае, если ребенок уже совсем не в состоянии, то есть родители не в состоянии, тогда ребенок посильную помощь. То есть, например, придет, поработает, у нас подклеит учебники, еще. То есть у нас это тоже в законе нашем прописано. Хорошо. Еще хотел узнать, эту программу давно вы внедрили?
Эта программа внедрена очень давно, слушайте, уже лет 10. Уже лет 10 работаете, да? Да. И она помогает в отчетности вам, полностью видеть, да, полностью весь процесс Да, облегчает. раз в год мы подаем отчетность в главную библиотеку у нас как бы в нашем правительстве, и они смотрят, сколько учебников бралось, сколько, как читают, в какой ступени, потому что дети у нас разные ступени, первая ступень, вторая, где больше читают какой литературы. Еще такой вопрос, например, я полностью процесс закупки учебников не знаю, как у вас, но как это делается? Например, учитель хочет математика какого-то автора, или физику, или химию. Они дают вам запрос, правильно я понимаю? Мы в начале года, где-то в сентябре, отсылаем таблицы с просьбой внести, какие учителя учебники желают на следующий год. В течение, они, значит, где-то месяц думают, что они в следующем году, какие у них планы. Они присылают нам по-разному, там, английский отдельно, французский отдельно, то есть у них там главное есть. Присылают, и относительно этого мы делаем заказы в наши таблицах, тоже все в электронном виде. У нас есть специальные сайты для этого. Онлайн вы заказываете, Да. и школа покупает вам И это. они нам присылают оттуда, выставляют счет, и школа оплачивает счет. Понятно. А процесс это, получается, каждая школа сама может купить Да, учебник. и каждая школа сама решает, какие учебники. Учебники по разным параллелям есть разные. То есть одна школа одного автора хочет, другая другого автора. То есть учителя сами решают, и сама школа решает, как они будут вести свой учебный процесс. Понятно. А есть ли у вас какие-то стандарты, например, по учебникам, если взять? Эти учебники разрешены, а эти нет? Или какой-то рекомендованный список? Как правило, учебники, которые уже находятся в продаже, они разрешены Министерством образования, потому что у нас просто так учебники не выпускают. На рынке не продаются те учебники, которые не нет разрешены Министерством разрешения, да? образования, да. То есть покупать учебники откуда-то из-за границы мы не покупаем. Можете, да? То есть тогда у нас разрешение на это должно быть. Понятно. Не, просто как бы для уточнения, да, говорит? Да, ну Вопрос. вот, например, сейчас у нас, наша школа решила перейти вот тоже опять на новые учебники. Это учебники эстонского языка, так как наши учителя решили, что вот этот учебник удобный. До этого у нас были, например, другие учебники. Вот. Легкие. Да, компактные. легкие, очень удобные. Это начальная школа, это 2 класс. Вот учебник. Твердого переплета Твердый отказывается, да? практически не существует. Ага. Сейчас у нас стараются перейти На мягкие обложки. на да? мягкие обложки, чтобы было полегче. И плюс, так как у нас 3 четверти, Ага. не раньше, как раньше 4 было, а сейчас 3, 1, 2, 3 четверть, стараются начинать, это уже 1, 2 и 3 класс, учебники делать тоже на 3. Первый учебник, первую четверть, второй учебник. То есть, чтобы ребенку было полегче, потому что кроме учебника им еще прилагаются тетрадочки, то есть и плюс тетрадочки еще дополнительные какие-то. Все-таки портфель очень тяжелый. Замечательно. И наша школа все-таки у нас языковая школа, у нас очень много языков, помимо эстонского, русского, у нас еще французский изучают и английский изучают. У нас есть классы, которые с 1 класса английский, а есть классы, которые с 1 класса французский. А какие книги английские? Это какие издательства? Издательство у нас Оксфорд, Кембридж. Алекта есть такое, которое поставляет больше всего у нас. Мы там заказываем учебники по английскому языку. Тоже учителя сами решают, по Да. каким Может, учебникам. некоторые оксфордовские, некоторые кембриджские, Да. некоторые, вот, Да, как да. вы сказали, да? И, наверное, последний вопрос. Получается, у нас в Казахстане есть стереотип, что библиотекарь это в начале года выдает учебники, в конце года учебник забирает. Кроме этого ничем не занимается. Но как сам я библиотекарь, первая работа библиотекарем работаю, сейчас я работаю общими всеми библиотекарями. Наша работа не видна, да? По факту, да? Это между нами, да? А так, вопрос такой. Кроме вот этого учета, кроме анализа, кроме исправления вот этих порванных книг, да? С чем еще занимаетесь? Но в течение дня
У нас детки, так как каждый учитель может сдавать литературу, мы выдаем художественную литературу. То есть сдают им, например, Пушкина читать, вот они, видите, даже ждут уже. Они приходят ко мне, у нас есть склад, где художественная литература хранится, мы им выдаем. Они также принимаем ту, что они прочитали. Также у нас очень много литературы по эстонскому языку. Учителя используют ее на уроках, дополнительные художественные тоже выдаем. Также приводим в порядок всевозможные таблицы, которые мы отчеты посылаем. Мероприятия проходят, конечно. Они у нас, так как у нас коридор даже, видели там? Да. Вот очень красиво сделан. То есть мы делаем всевозможные про авторов. Вот сейчас, например, недавно родился у нас автор такой российский, правда, но для малышей очень хорошо, Михалков, ему 110 лет. Вот скоро у нас будет программа. Также мы в связке с учителями, то есть учитель приходит, библиотечные уроки проводим. Понятно. И немножко экскурсии покажете? Да, пожалуйста. Детки у нас могут приходить также использовать компьютер. Так как у нас есть библиотека или в электронном виде, где содержатся учебники, называется это облик. Наверняка мы рассказывали. То есть они дома, если у них бумажные не хотят, они могут в электронном виде. Там же дополнительные учителя задания дают. То есть он приходит, включает здесь компьютер, заходит под своим паролем, у них у каждого свои отделения, то есть логины, там пароли свои. То есть, это интересное кресло. да, это вот чтобы сел. То есть ребенок взял книгу, у нас разрешено взять книгу, сесть на переменке, или когда у меня свободное время, он кого-то ждет, почитал, может отвернуться от меня, чтобы я ему не мешала. И читать книжки. Шума нету, да, подавляют. Также вот им разрешено играть в шахматы. Вот видите, у нас игры тут присутствуют. То есть на шахматы перемене, играет, такое акустические кресла, которые никто не мешает, ну, да? Но это у нас не так давно. Да. Здесь у нас склад. Это у нас эстонская литература на русском языке, которая переведена. Так как у нас Эстония, у нас больше всего именно эстонской литературы. Английская у нас опущена туда. Это у нас художественная, это специализированная вот для компьютеров, математика, химия, биология, естествознание. Это у нас склад, я бы очень хотела, да. Хорошо. То есть это Учебники как бы еще в другом месте хранятся у вас? Учебники, да, это как бы подвальное помещение, подвальное. Туда детки в начале года приходят, но мы обычно выдаем только первую часть учебников, потом вторую потом часть. вторую, потом третью, там, чтобы учебники... И получается вот это читательный зал. Это читальный зал и коридор как бы к читальному залу, там уроки у нас коридор вы сделали тоже такой... Да. То есть вот эти... Для детей, чтобы они могли заниматься чем-то. Когда большой урок, то есть деток очень много, мы, значит, используем... В принципе, коридор можно использовать для такого библиотечного дела, да? Уроки, да? У нас достаются пучики, они вот спрятаны там внутри, то есть достают такие подушечки, они здесь рассаживаются. Вот туда подключается компьютер, того, что на ней можно писать, фломастером специализированным. Спасибо. Получается, мы когда исследовали, библиотекарь нашей библиотеки в год таскает там 4-5 тонн. Ну, наверное, здесь тоже не отличается. Не отличается, да. Приходится. Работа тяжелая, трудоемкая, физическая. Желаем вашим коллегам всегда тоже быть в курсе всяких новинок, чтобы была легкая работа, чтобы все было хорошо. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Ну все, наверное. Спасибо вам большое. Я вам сейчас зайду еще раз. Сил библиотекарям. Да, спасибо. Пожалуйста. До свидания. Все, хурматты китапханашчылар, азыр болсо интервью алдык. Мындан кийин дагы кызыктуу материалдар болот. Көрүп тургула.